ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Аминь, я Rabbi. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Поскольку мы с вами говорили про праздничные намазы, праздничные дни, упомянули мы с вами Идуль-Адха, праздник жертвоприношения, и давайте сразу мы с вами изучим вопрос жертвоприношения. Жертвоприношение – это праздник, который повторяется каждый год, и знать об этом действительно является очень актуальным, важным, потому что некоторые люди имеют ложные представления, неправильное представление о жертвоприношении. Некоторые говорят, что он уже один раз делал, и этого будто бы достаточно. Поэтому, иншаллах, мы с вами сейчас будем об этом говорить. Значит, аль-удхия, то есть жертвоприношение. Значит, жертвоприношение в языке означает слово удхия, слово духа, потому что начинается именно практически вот в это время, именно в это время, во время духа. Что касается в фикхи, то есть в исламском праве, жертвенные животные это что? Исмун лима юзбаху миналь ан'ам. Это название того, что закалывается из животных, айяма нахри, в дни жертвоприношения, курбатан лилляхи та'аля. С каким намерением? С намерением приближения к Аллаху. Поэтому курбан это, мы, конечно, говорим, что это курбан, то есть больше так в языке принято. Но на самом деле это удхия на арабском языке. Поэтому, когда мы говорим курбан, мы должны понимать, что это тот курбан, который делается именно в праздник жертвоприношения. И это жертвоприношение делается искренне ради довольства Аллаха, подчиняясь его велениям, подчиняясь велениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И принесение животного в жертву в дни праздника жертвоприношения, в дни жертвоприношения, это самое лучшее деяние после фардов в эти дни. Передается в хадисе «Ма амиля абну Адама яума нахри амалян», то есть сын Адама в дни жертвоприношения не делает деяния ахабба иля Аллахи та'аля мин иракати дам, деяние, которое было бы любимее перед Аллахом, чем пустить кровь, имеется в виду жертвоприношение. Иннаха ла та'ти яумаль киямати бикуруниха, и более того, в день суда жертвенное животное придет со своими рогами, у азляфиха, со своими копытами, у аш'ариха, со своей шерстью, у иннад дама, и кровь жертвенного животного, ла якау мин Аллахи азза ва джалла бимаканин кабля ан якау аля ард. И вот эта кровь жертвенного животного будет принята Аллахом, свят он и велик, до того, как эта капля, эта кровь капнет на землю. Фатайибу биха нафсан. И пророк сказал: воспитывайте свои души таким образом, очищайте свои души, потому что если немного посмотреть на духовный смысл жертвоприношения, то можно выделить следующее. Первое, как человек сам по себе, конечно, каждый из нас обладает разными качествами. Некоторые люди очень щедрые, некоторые очень скупые, некоторые, скажем так, средние. Но что касается вот скупости, мы с вами знаем, что ислам это, пусть даже переводится как покорность, но это покорность Аллаху, подчинение Аллаху, смиренность перед Ним. И ислам призывает к тому, чтобы человек освободился от оков этой жизни, освободился от привязанности к чему-либо, кроме Аллаха, и кроме того, что любит Господь, что любит Аллах. И некоторые люди очень сильно любят свое имущество, что
не готовы расставаться с ними ни при каких условиях. Некоторые люди являются, скажем так, не столь щедрыми, но тем не менее они что делают? Тем не менее они исполняют веление Аллаха. Если они обязаны выплачивать закат, закат выплачивают. Если они обязаны выплачивать садакатуль фитр, то есть в конце Рамадана, они это делают. Если наступает праздник жертвоприношения, то они что делают? Они также, несмотря на свою, скажем так, свою скупость, они что делают? Все равно исполняют веление Аллаха. И таким образом, вот этими шагами, вот этими повелениями Аллах что делает? Освобождает нас от, возможно, вам не понравится это слово, от рабства имущества, от рабства денег. Пусть Аллах каждого из нас исправит и примет от нас добрые деяния. Аминь. Поэтому, когда человек исполняет курбан, жертвоприношение делает, совершает, в этом случае что он делает? Он таким образом разрывает некие, скажем так, ниточки связи с этим миром, с мирским, и связывает ниточки с Господом, с Аллахом и с вечной жизнью. Это раз. Второе, вот аят, который мы с вами прочитали, действительно очень такой важный. В этом аяте Аллах говорит: «Ста'идhu билля, ла яналя Аллаху люхумуха ва ла димауха». То есть, когда человек приносит жертвенное животное, то часть этого мяса остается у него, хотя об этом мы с вами чуть попозже поговорим более подробно. И в этом аяте Аллах говорит, что мясо жертвенного животного, кровь жертвенного животного не доходит до Аллаха, остается у людей. То есть мясо остается у людей, шерсть остается у людей. «Валяки яналюху таква минкум». Однако же до Аллаха доходит набожность минкум от вас. Поэтому, когда человек что делает? Когда человек исполняет это веление Аллаха, тем самым что делает? Тем самым он подчиняет себя, и тем самым он воспитывает самого себя. Это раз. Второе, что? Второе, когда человек исполняет жертвоприношение, соответственно, он старается какую-то часть, обычно это треть, раздать неимущим, обездоленным, нуждающимся, и тем самым что делает? Тем самым, скажем так, удаляет с их сердец некую зависть, удаляет с их сердец некую, скажем так, неприязнь, возможно, даже ненависть, и таким образом богатые что делают? Богатые пекутся, заботятся о бедных людях, о нуждающихся людях. Дальше. Таким образом, в дни праздника жертвоприношения самое лучшее, согласно этому хадису, это что? После фардов, конечно же, потому что курбан, заклание курбана, жертвоприношение является ваджибом, согласно ханафитскому мазхабу. То есть после фардов самое лучшее в этот дни это сделать курбан, сделать жертвоприношение. И подчеркивается в книгах, что вот итог какой? Подчеркивается в книгах, что жертвоприношение узаконено исламом, узаконено Аллахом, его посланником, как приближение к Аллаху. То есть люди иногда, пытаясь снискать благословение Аллаха, его довольство, его благодать, его баракят, иногда делают деяния, которые не соответствуют исламу. И более того, не только не соответствуют, противоречат исламу, противоречат духу ислама. И вот как раз курбан является наоборот, узаконенным Аллахом, узаконенным деянием, посредством которого человек ищет приближение к Аллаху, ищет довольство Аллаха, ищет благодать, баракат от Аллаха. Также это является искуплением, как мы с вами узнали вот из хадиса, является искуплением грехов. В одном хадисе подчеркивается, сколько шерстинок, сколько волосинок на теле жертвенного животного, прощается столько же грехов человека, который закалывает жертвоприношение, закалывает курбан. Также это что? Также это является благодарностью, то есть такой практической благодарностью за милости, которые Аллах даровал, за те многочисленные милости, которые Аллах даровал. И более того, благодарность действительно проявляется не только в словах. Слова, конечно, тоже проявляются. Альхамдулилля, хвала Аллаху, благодарность Аллаху, благодарность людям. Это тоже является благодарностью Аллаху, но как Аллах интересно, очень интересно обращается к Дауду, алейхиссалям, даже более правильно к роду Дауда, алейхиссалям. «И'малю шукра я аля Дауд», то есть о
семейство Дауда, делайте шукр, делайте благодарность. Не просто говорите, а делайте благодарность. То есть практическая благодарность или благодарность, которая выражается в наших деяниях. И вот курбан как раз что? Курбан как раз является практическим проявлением благодарности Аллаху за его милости. И также было сказано, это забота богатого о бедных людях. И все люди, все мусульмане, все люди в эти дни являются, как подчеркивается в хадисе, дуюфуллах, гостями Аллаха. И поэтому запрещено в эти дни поститься, кстати говоря, запрещено, потому что это праздник. И они проводят этот праздник, они празднуют эти дни. Следующий вопрос. Мы с вами знаем, что намаз является фардом. Соблюдение поста вместе с Рамадан является фардом. А чем же является принесение жертвенного животного в жертву? Чем является жертвоприношение? Согласно ученым ханафитам, жертвоприношение является ваджиб. Ваджиб. Мы с вами знаем, что есть фард, есть сунна, вот ваджиб между ними. Ваджиб между ними. То есть это то положение, которое между фардом и сунной. И человек, который, имея возможность, пренебрегает этим деянием, он за это будет спрошен. И он за это, скажем так, заслуживает порицания. Если же время прошло и он это не сделал, то в этом случае он должен что делать? Он должен восполнить. Он должен восполнить. Что касается сунны, то сунна не столь высока по своему статусу, как ваджиб. Хотя сунна тоже довольно важная часть в жизни каждого мусульманина. И сунны нужно стараться тоже что делать, стараться не оставлять. Следующий вопрос. Мы с вами знаем, что, допустим, человек, который достиг половой зрелости, который находится в своем уме, он является мусульманином, он должен что делать? Он должен совершать намаз. Он обязан. Это фард. На кого же возлагается курбан? На кого же возлагаются жертвенные животные или же жертвоприношения? Значит, жертвоприношение является ваджибом каждому мусульманину, который не находится в пути, который обладает определенным минимумом имущества, чтобы сделать курбан, который достиг совершеннолетия и который находится в своем уме. Акль называется. И в этом вопросе, получается, мужчина и женщины, они одинаковы. Они одинаковы. И курбан не возлагается на человека, который находится в путешествии, который находится в пути, и который не вознамерился оставаться в каком-то месте, куда он прибыл по своим делам или же по путешествию, не намеревается там оставаться 15 и более дней. Иншаллах, мы с вами будем говорить, как раз после всего этого, будем говорить про мусафира, про путника, кто же такой путник, сколько дней и условия путника. Иншаллах, то есть давайте запастись терпением, все, иншаллах, проявится урок за уроком. Дальше. Также курбан не возлагается на бедного человека, который сам нуждается. Что касается определенного минимума, то есть мы называем богатый, курбан, жертвоприношение возлагается на богатого человека. Но кто же такой богатый? Потому что понятие богатства на сегодняшний день все-таки, я думаю, что от народа к народу, от местности к местности, от региона к региону отличается. Так кто же такой богатый с точки зрения вопросов жертвоприношения? Это тот человек, на которого возлагается милостыня, разговение в конце Рамадана. Садакатуль фитр. А кто же? Сколько же это? Мен мелека айямен нахри нисаба закатин фаидан ан хаджатихи ва хаджати аялихи. То есть здесь подчеркивается, что кто обладает в дни праздника жертвоприношения нисабом, и этот нисаб юкаддару нисабуль мали аль-яума бима юсави кимата 700 грамм мин аль-фидда. То есть это получается 700 грамм серебра. 700 грамм чистого серебра. На сегодняшний день, сегодня у нас 9 ноября 2024 года, открываем Центральный банк, ЦБ, набираем стоимость драгоценных металлов,
набираем, ищем золото, ищем серебро высшей пробой. На сегодняшний день это примерно 100 рублей. Колеблется от 94 до 107, насколько помню. То есть в среднем это 100 рублей. 700 грамм умножаем на 100 рублей, это получается 70 тысяч. Наступил, и другими словами, получается на практике, что наступает дни праздника жертвоприношения. У человека имеется свободные 70 тысяч рублей, свободные, которые не будут потрачены в ближайшие 3 дня на праздники. И что получается? И в этом случае на него возлагается, для него является ваджибом совершить заклание животного. 70 тысяч рублей. Соответственно, когда уже наступает курбан, когда наступает праздник жертвоприношения, вы можете самостоятельно также открыть центральный банк, посмотреть высшую пробу серебра, умножить на 700, и вот получается нисаб. Имеются эти деньги свободные, тогда человек что должен сделать? Тогда на него возлагается это ваджиб, чтобы он сделал курбан, жертвоприношение. Здесь, конечно, хочу также упомянуть мнение ученых-шафиитов. Ученые-шафииты в этом вопросе были, с одной стороны, они были более лояльны, с другой стороны, они высказали более строгие условия. Значит, по поводу курбана они сказали, по поводу жертвоприношения они сказали, что это является сунной, а не ваджибом. Сунной, а не ваджибом, это раз. Но для кого? Для того человека, то есть здесь все то же самое, значит, разумный, достигший совершеннолетия, мусульманин, и они не разделили между путником и непутником, и человек, который в состоянии это сделать, определяется следующим образом, то есть кто обладает вот этим нисабом. У них нисаб получается в данном вопросе гораздо меньше. من ملك قيمتها زائدة عن حاجته وحاجات عياله يوم العيد وأيام التشريق. То есть они сказали, что человек, который обладает свободными деньгами, свободным имуществом, стоимостью барашки, к примеру, либо же относительная часть коровы, в данном случае берется минимальная, и он обладает этими свободными деньгами, и у него еще помимо этого остается деньги на 3, а более правильно получается 4 дня, на 4 дня, на 3-4 дня, вот на эти дни праздника, дни ташрика, остаются деньги, чтобы покрыть основные расходы на эти дни. В этом случае для него возлагается, является сунной сделать курбан, жертвоприношение. Поэтому они не сказали, что курбан является ваджибом, сказали, что это является сунной. Но в отличие от ханафитов, ученые шафииты высказали более строгие критерии желательности жертвоприношения, чем ханафиты. Так или иначе, когда наступает курбан, нужно все-таки поразмышлять, подумать. Некоторые люди, даже богатые люди, к сожалению, иногда отказываются от курбана. Богатые, имею в виду люди, которые обладают вот этим нисабом. Нисаб это как раз определенный минимум. Поэтому, когда наступает курбан, праздник жертвоприношения, человек, в принципе, уже до этого уже должен задуматься. И до этого уже должен приготовиться, потому что нужно купить барашку, либо с кем-то договориться. Если это относительно часть коровы или верблюда, то в этом случае тоже нужно договориться. То есть человек заранее к этому готовится. Далее. Значит, курбан не возлагается на бедного человека, курбан не возлагается на несовершеннолетних, то есть неполовозрелых, получается, детей. Также курбан не возлагается на человека, который находится в состоянии одержимости, который, скажем так, потерял рассудок. Теперь давайте поговорим про условия жертвенного животного. Чтобы жертвенное животное, чтобы жертвоприношение было действительным, необходимо соблюсти некоторые условия относительно жертвенного животного. Первое. Необходимо, чтобы это животное было именно из тех животных, которые приносятся в жертву как в качестве курбана. Это кто? Это, ну скажем, давайте, мелкорогатый скот, это крупнорогатый скот. Если по отдельности, так давайте скажем, так, это овцы, бараны, это коровы, это быки, это верблюды, неважно, верблюдца или верблюд, в данном случае без разницы.
То есть является ли это овца или баран, является ли это корова либо же бык, является ли это верблюд или верблюдица. То есть без разницы. Но лучше то, в ком больше мяса. Вот, допустим, иногда все-таки задают такой вопрос, что же лучше? Заколоть, принести в жертву одного барана, либо же участвовать, допустим, в одной части коровы или верблюда. Или некоторые тоже хвастаются, что вот мы вот именно корову зарезали, а в этом вы только барашку, у нас лучше. Либо наоборот, некоторые говорят, что мы барашку зарезали, что барашка лучше, чем корова. Так ученый отвечает, что лучше то, в ком больше мяса. Почему? Потому что закрывается большая потребность. Закрывается большая потребность. Это первое было. Второе. Необходимо, чтобы животное, которое будет принесено в жертву, чтобы оно было здоровым, и чтобы оно не имело каких-то явных изъянов. То есть какие изъяны могут быть? Необходимо, чтобы животное не было слепым. Если животное слепое на один глаз или оба глаза, в этом случае это животное не подходит для жертвоприношения. Либо, например, животное кривоглазое животное тоже не подходит. Или, например, животное хромает. И здесь говорится о том, что хромает, то есть явно хромотой, и это животное не в состоянии дойти до бойни. Не в состоянии дойти до бойни. В этом случае такое животное жертву не приносится. Кстати говоря, прочитайте историю, как сыновья Адама, алейхиссалям, Кабиль и Хабиль принесли во имя Аллаха жертвоприношение. Дальше. Также не закалываются животные худое, также беззубые животные, если зубов выпало больше и осталось меньше. Также животные, которые без уха, либо же животные, у которого вымя отсохло. Вот поэтому, когда человек выбирает жертвенное животное, необходимо, чтобы оно было таким, скажем так, почти что совершенным, без изъянов, без явных изъянов. Также говорится о том, что если у животного оторвано более трети хвоста, то есть 1/3 оторвана от хвоста, либо же оторвано более 1/3 уха, в этом случае такое животное также не подходит для жертвоприношения. А что касается, когда, допустим, ухо прокалывают, например, в некоторых фермах прокалывают уши специально, то в этом случае такое животное подходит для жертвоприношения, но с небольшой нежелательностью. Также можно приносить в жертву животное, у которого вообще рога не растут. Вроде как называется камулай, точно не помню. Также можно принести жертву, которое было кастрировано. Даже подчеркивается, что такое животное, оно имеет больше мяса, и вкус этого мяса даже вкуснее, чем животное, которое не кастрировано. Далее, если, например, человек купил жертвенное животное, а потом до праздника, то есть до закалывания, животное поранилось, в этом случае что? В этом случае необходимо заменить. Необходимо заменить животным здоровым. Если же животное поранилось во время заклания, то в этом случае что? Даже если, допустим, нога там сломалась, к примеру. В этом случае что? В этом случае это будет действительным, потому что это произошло непосредственно во время заклания. Далее. Необходимо, чтобы животное достигло определенного возраста. Что касается баранов, овец, необходимо, чтобы они достигли года и вступили уже во второй год, то есть более года получается. Но также подчеркивается, что если баран, или же овца, если она такая хорошая упитанная, и она со своей, скажем так, своей массой достигла барана, овцу, которой уже более года, и если их пустить, допустим, куда-то в загон, и не отличить, что она меньше, что она моложе, в этом случае такой баран
такая овца также пригодна для жертвоприношения. Для жертвоприношения. Что касается коровы, что касается быка, необходимо, чтобы они вступили, скажем так, в 3-й год своего возраста. То есть не менее 2 лет. Не менее 2 лет. 2 года, и даже подчеркивается, мин умрихи санатайни, то есть то, что достигло 2 лет, вадахаля фи thalitha, и уже приступило к 3-му году. К 3-му году. Что касается верблюдов, то от 5 лет. От 5 лет. Следующий учебный вопрос. Одно животное от скольки человек закалывается? Либо же задам вопрос по-другому. От скольки семей закалывается одно животное? Значит, давайте мы будем в данном случае говорить от одного человека, а потом прокомментируем. Значит, говорится о том, что овца, баран, они закалываются от имени одного человека, от имени одной семьи. Что касается коровы, что касается верблюда, то они от 7. От 7 человек, от 7 семей. На это имеется хадис, передается, что Джабир бин Абдуллах радиллаху анху сказал: «Нахарна ма расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям йоум аль-Худайбия аль-будната ан саб'атин валь-бакарата ан саб'атин». Вместе с посланником Аллаха Мухаммадом алейхиссалату вассалям в год Худайбии, это год, когда было заключено Худайбийское перемирие, когда мусульман не пустили в Мекку. Вот эту историю тоже изучите, очень хорошая, мудрая история. В этот год они принесли жертву верблюда и корову от 7 человек. То есть верблюда от 7 человек, валь-бакарата саб'атин, и корову от 7 человек. Таким образом, если, например, человек хочет заколоть корову, у него 2 варианта. Он что делает? Либо покупает целую корову и закалывает, скажем так, от себя. В этом случае все части будут от него, как дополнительные. Первое это будет ваджиб, остальные будут как дополнительные. Либо же что? Либо же с чем человек, 7 семей договариваются, и они, получается, участвуют в заклании одного быка, одной коровы, одного верблюда. Иди как раз комментарий по поводу семья, по поводу человека. Больше всего распространено, что курбан закалывается от одного человека. От одного человека. Но все-таки, изучая этот вопрос, ученые говорят о том, что курбан закалывается, один курбан, не от одного человека, а от одной семьи. А более правильно, я бы даже сказал, что от одного бюджета. От одного бюджета. Например, допустим, есть родители, и у родителей, допустим, несколько детей, у которых отдельно уже свои семьи, может даже не семьи, но отдельный бюджет, они уже что? Они уже от каждого бюджета закалывают по отдельности курбан, по отдельности жертвенные животные. Однажды один брат задал вопрос такой интересный. Он говорит, что он женат, его брат женат, и они находятся в большой квартире в одном доме, проживают в одном доме вместе с родителями, получается 3 семьи, родители, он со своей семьей и брат со своей семьей. И задает вопрос, достаточно ли им одного курбана, одного жертвенного животного? Нет, недостаточно. То я задал встречный вопрос, у вас один бюджет? Он говорит, нет, у каждого отдельный бюджет. Тогда что? Тогда в этом случае от каждого отдельного бюджета отдельный курбан. Следующее. Когда же курбан закалывается? То есть время. Время намаза от сих до сих. Время курбана, когда наступает. Значит, время для жертвенного животного, для заклания жертвенного животного, оно имеет свои границы. И нельзя приносить жертву до этого или же после этого. Если же закалывается жертва до этого времени, либо после этого времени, тогда это получается обычные животные, а не курбан. Все-таки курбан, либо же, скажем так, жертвенные животные, это все-таки такой баракатная, благодатная еда, иншаллах. И это особая еда, это особые животные, а не обычные, которые делаются, допустим, для шашлыка, для чего-то, для чего-то. Поэтому необходимо что делать? Необходимо, чтобы это заклание этого животного произошло именно в это время.
в это время. Так вот, время для заклания жертвенного животного начинается после праздничного намаза. После праздничного намаза. То есть, допустим, мы находимся в каком-то селении, мы находимся в каком-то городе, и в этом городе обозначено было время, что время праздничного намаза там 7 часов, или 8 часов, или 9 часов. Если это разные мечети, тогда берем так, самые ранние, например, 7 часов. Все, намаз провели полчаса, 1 час. С этого времени уже можно начинать закалывать, приносить жертву, жертвенные животные. Если же, например, человек находится в каком-то городе, в каком-то селении, где не проводится праздничная молитва, не проводится праздничный намаз, ему что делать? То есть он это может начать делать именно уже с фаджра. Он может начать это делать уже с фаджра, уже с рассвета. И длится это время заклания жертвенного животного до заката солнца, до магриба, до заката солнца, третьего дня праздника жертвоприношения. Насколько знаю, ученые шафиты сказали на 4-й день, крайний срок. Ученые ханафиты были построже в этом вопросе. 3-й день до захода солнца является крайним днем для заклания жертвенного животного. И подчеркивается, если сделаем 1-й день, то вознаграждение, воздаяние, иншаллах, будет больше. Если 2-й день, будет воздаяние, но чуть меньше. 3-й день будет меньше, но иншаллах будет воздаяние. Дальше. Бывает так, что человек находится в городе, и он попросил людей, своих братьев, своих близких людей, которые находятся, проживают в сельской местности, чтобы они от его имени совершили заклание жертвенного животного. Заранее договорились, заранее отправили деньги. Так вот, возникает вопрос. Вот это животное, в какое время начинается его заклание? Ответ. Заклание этого животного начинается именно по времени той местности, где оно находится. Где оно, жертвенное животное, находится. Дальше. Если же, например, по каким-то причинам, непреодолимым причинам, праздничный намаз не был совершен, праздничная молитва не была совершена, было очень холодно, либо что-то какое-то произошло, какой-то катаклизм, то человек все равно был уже готов, что делать, заклать свои животные. В этом случае время начинается с какого момента? С момента, сколько было достаточно для совершения праздничного намаза. К примеру, допустим, изначально было договорено, что время намаза праздничного в 7 часов. Добавляем полчаса, ладно, давайте добавим час. После этого спокойно уже можно что делать? Уже закалывать, приносить жертву. Пусть Аллах примет. Пусть Аллах примет. На этом мы с вами еще не завершаем. Еще имеется несколько вопросов по жертвенному животному. Поэтому, иншаллах, мы все это, шаг за шагом, все это мы с вами изучим, а потом уже приступим к изучению молитвы путника. Джазакумуллаху за внимание. Субхану ва хамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк.